Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и всех жителей республики с двумя государственными праздниками, отмечавшимися 30 августа, Днем образования Республики Татарстан и с Днем города Казани. В поздравительной телеграмме, в частности, отмечается: сегодня Татарстан – это динамично развивающийся регион Российской Федерации с эффективной экономикой, с мощным промышленным и инновационным потенциалом. Абхазию и Татарстан связывают давние дружеские отношения. Еще 1 июля 1993 года, в разгар Отечественной войны народа Абхазии, в Казани было открыто официальное представительство Республики Абхазия. Народ Абхазии с благодарностью помнит помощь, которую оказывала Республика Татарстан в тяжелый период войны и годы послевоенной блокады. Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Республикой Татарстан, подписанный 17 августа 1994 года, служит прочной основой взаимодействия между нашими республиками. Аслан Бжаня пожелал всем жителям дружественной Республики Татарстан мира, благополучия и процветания. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 94 граждан. Диагноз COVID-19 подтвердился у 15 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице на стационарном лечении находится 28 пациентов. У 27 из них подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. 5 человек в тяжелом состоянии. Состояние 9 пациентов средней степени тяжести. Общее число выявленных и заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 330 человек. Из них 120 выздоровели. Конечно же, в условиях пандемии основная нагрузка ложится на медиков, работающих в Гудаутском госпитале. Генеральный директор АГТРК Ирина Агарба связалась по телефону с врачом-гастроэнтерологом Хирсиной Гуля, которая рассказала, как организована работа в ковидном центре, сколько там сейчас больных и как они себя чувствуют. Интервью с Хирсиной Гуля мы предлагаем вашему вниманию в рубрике «Амши-Кушара Яцу» сразу после новостей. Кафедра экспериментальной биологии и медицины Абхазского государственного университета совместно с Минздравом Республики Абхазия и оперативным штабом по защите населения от коронавируса проводят тестирование на антитела коронавирусной инфекции сотрудников университета в связи с началом учебного года. Тестирование будет проводиться в течение 2 недель. А в городе-герое Ткварчал прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню шахтера. Профессиональный праздник шахтеров отмечается в последнее воскресенье августа во многих странах постсоветского пространства. Все подробности в репортаже Лауры Капш. Мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера, их участники возложили цветы к памятнику первого президента Владислава Ардзенба, а также почтили память воинов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Первая шахта в Ткварчале появилась в середине 30-х годов 20 века, а активную добычу угля здесь начали уже в мае 1935 года. В свое время, благодаря месторождениям каменного угля, Ткварчал был крупным индустриальным центром не только Абхазии, но и всего Советского Союза. И неудивительно, что профессия шахтера была востребована и почетна. В День шахтера в городе были открыты 2 мемориальные доски героям социалистического труда, шахтерам Леонтию Ткибучава и Михаилу Бигвава. Леонтий Ткибучава начал работать в шахте номер 1 в 1943 году. За успешное выполнение заданий уже в 1946 году он был награжден орденом «Знак почета». Право на открытие мемориальной доски было предоставлено его сыновьям и главе администрации Ткварчальского района Исидору Дочья. Сегодня особый день не только для меня, не только для нашей семьи, но
для всех тхварчельцев сегодня День шахтера. Я хочу всех присутствующих здесь поздравить с этим для Тхварчели очень значимым днем. Мы наравне с Новым годом, с какими-то такими значимыми праздниками День шахтера отмечали всегда с огромным удовольствием. Почему? Потому что здесь каждая семья, она пропитана тхварчельским углем. Ведь город зарождался именно на том месторождении, которое профессор Мокринский открыл здесь в Тхварчеле. Михаил Вартанович Бигвава начал трудовую деятельность в шахте номер 2 сразу после службы в советской армии. Быстро освоил горную профессию и стал бригадиром. За достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства Михаилу Вартановичу также было присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Торжественные мероприятия, посвященные Дню шахтера, завершились концертом государственного ансамбля «Кавказ». Кроме того, жителям и гостям города был показан документальный фильм про Тхварчал. Тхварчальский район – один из богатейших районов Абхазии по природным ресурсам. Залежи угля в его недрах и сегодня представляют немалый интерес. Лаура Капш, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Ветеран труда Мигон Ачкадуа проработал в шахтах Абхазии несколько десятилетий. Он является одним из инициаторов забастовки 1989 года в Тхварчалской шахте номер 2, которая была организована в поддержку национально-освободительного движения абхазского народа. Указом главы государства Аслана Бжания Мигон Ачкадуа награжден орденом Ахтзапша 3-й степени. В преддверии профессионального праздника награду ветерану вручили лично заместитель руководителя администрации президента Джансух Нанба и глава администрации Тхварчалского района Исидор Дочия. Репортаж Амелии Бисмарк. Профессия шахтера – одна из самых сложных, ведь человек не приспособлен для существования под землей. Долгое время находиться в шахте вредно для здоровья, но тем не менее эта специальность довольно востребована. В Абхазии промышленным центром в советское время был город Тхварчал. Ветеран труда Мигон Ачкадуа проработал в тхварчалских шахтах несколько десятков лет. Мужчина проявил себя не только как знающий специалист отрасли, но и как большой патриот своего народа. Он был одним из организаторов той самой забастовки во второй шахте, которая была организована в 1989 году в поддержку национально-освободительного движения. Чтобы наградить шахтера за заслуги перед Родиной по указу президента страны, к нему домой направилась делегация от главы государства. Наградить Чкадуа Мигону Чаковича орденом Ахтзапша 3-й степени. Президент Аслан Бжания. Аджаба коюш бахюзиги абсназыхан ихашцу зыхана табубха шаххот харге президент Ихтзалаги. Поздравить Мигону Чаковича с наступающим днем шахтера приехал и глава администрации Тхварчалского района. Память о подвигах наших старших соотечественников должна передаваться через поколение, отметил Исидор Дочия. В 70-е годы я был молодым парнем. Я помню, когда Мигона Чкадуа организовал подземную забастовку, и мы приезжали туда. Это означало, что мы живем в том мире, где нас нужно было всегда себя проявлять, и чтобы с нами считались. Никто не знал тогда, чем это закончится. Вы помните, Советский Союз был огромный, впервые это организовать. Это очень было смело, сложно. И спасибо вам большое. Мигон Ачкадуа родился в селе Пакващ Ачимчирского района. После окончания школы пошел в армию и сразу после службы поступил на работу в одну из тхварчалских шахт. Мигон Ачакович получил высшее образование по выбранной специальности и стал уверенно продвигаться по карьерной лестнице. По данным переписи населения, в 70-е годы в Тхварчале проживало около 20 тысяч абхазов, движимых революционными настроениями. Среди них был и Чкадуа. Была такая маленькая общественная организация, она называлась «Отдаться», имела маленькую комнатушку во Дворце культуры в Тхварчале.
Вот, и там принимались все решения, которые нельзя было оглашать вслух. Это вот у папы были друзья покойные, Толик Джинджал, Лаврик Голава. Люди с революционным духом, с патриотическим мышлением, которые не знали, что такое страх, даже в то сложное советское время. Было принято решение организовать подземную забастовку. Подземная забастовка не была спонтанным решением. В то время в республике уже нарастала волна противостояния грузинскому шовинизму. Вовсю шли аресты абхазских активистов. Организаторы голодовки в шахте под номером 2 совершили акт неповиновения, который не имел примеров в современной истории. Среди других требований, которые объявили шахтеры, самым важным было условие о полном отстранении от расследования июльских событий 1989 года в Абхазии прокуратуры Грузинской ССР и прокуратуры Абхазской ССР с тем, чтобы передать дело на рассмотрение в прокуратуру СССР. Мигона Чкадо и его друзья до последнего стояли на своем. Как все происходило на самом деле, вспоминает спустя много лет бывший начальник той самой шахты. Утро началось, как обычно, я уже наряды отпустили. Что такое наряды? Это утром дают всем шахтерам задание. Ну и, как обычно, вернулся в кабинет, сижу буквально тут же, только еще люди в шахту не спустились, заходит Мигона. Говорит, Алик, шахту мы останавливаем. Я говорю, как шахту? Это нонсенс, такое быть не может. Вот так, вот так, вот так. Почему? Ну вот, будем так бастовать подземно. Давай я с вами. Ну и понеслась. Тут же мне пришлось позвонить первому. Сказал, все, моя шахта стала. В чем дело? Вот так, вот так. Такого действия никогда не было, и никто даже не подозревал, что так можно. Во-первых, это под землей, глубоко, там же смену отработаешь, 2 отработаешь, и то уже как-то себя не очень уютно. А засесть на неопределенное время, это как космонавты. Рабочая смена шахтера длится 6 часов, после чего специалист в обязательном порядке должен подняться на поверхность и отдохнуть. Наши шахтеры находились под землей ровно 12 дней и закончили свою бесстрашную акцию только по просьбе Владислава Ардзенба. Естественно, что такие события не могли не сказаться на здоровье этих людей. Случившаяся вскоре Отечественная война народа Абхазии стала еще одной проверкой на прочность. Стоит отметить, что многие из участников забастовки сложили свои головы в период войны. Значительно усугубилось и здоровье Мигоны Чкадо. В этом году шахтеру исполнится 80 лет. Герой своего времени встречает юбилей в кругу детей и внуков, которые с благодарностью относятся к его подвигам во имя абхазского народа. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии возбудило 2 уголовных дела в отношении генерального директора охотничьего магазина «Байкал Охота» Владимира Черепанова и начальника службы вооружения Государственной службы охраны Ахры Цвижба. Согласно постановлению о возбуждении первого уголовного дела, Черепанов незаконно в нарушении положения о порядке оборота огнестрельного оружия сбыл несколько единиц огнестрельного боевого оружия, а Цвижба, не имея на то разрешительные документы, незаконно приобрел их. Второе уголовное дело возбуждено в отношении начальника отделения лицензионно-разрешительной системы и контроля за частно-индуктивной охранной деятельностью Управления общественной безопасности МВД Саида Ладария и того же Владимира Черепанова. Ладария подозревается в том, что, вступив в преступный сговор с Черепановым, превысив должностные полномочия, в разное время изготовил на официальном гербовом бланке Управления общественной безопасности МВД документы о разрешении приобретения последним из лимита МВД огнестрельного оружия, на основании которых Черепанов незаконно сбыл несколько единиц огнестрельного боевого оружия. 28 августа постановлением заместителя генерального прокурора оба уголовных дела были соединены в одно производство. 29 августа 2020 года Саид Ладария задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках расследования выявлены многочисленные факты незаконного сбыта огнестрельного оружия, и по ним продолжается процессуальная проверка.
Команда из Абхазии прошла испытание «Аварийный район» на армейских играх 2020. В своем забеге абхазские военнослужащие заняли первое место. Они соревновались с командой из Камбоджи, Белоруссии и Мали. Всего этот этап соревнований должны пройти 10 команд. Результаты будут известны после того, как все команды пройдут испытания. Особенно хочется отметить достижение курсанта Ахмата Ахба, который победил в номинации «Лучший стрелок». Мы связались с Ахматом по скайпу, и вот что он рассказал. Здравствуйте, Ахмат. Здравствуйте, Анна. Я вас поздравляю с блестящей победой как лучший стрелок конкурса. Мы гордимся вами. Как сейчас у вас настроение? Настроение хорошее. Много было поздравлений? Поздравления были, да, со всех стран подошли, поздравили, всем понравилось. Было очень приятно. Как проходил конкурс? Расскажите подробности. Эстафета у нас была, мы передавали друг другу эстафету, разборка и сборка стрелковых оружий, а также стреляли по мишеням и по очкам считали. Когда стреляли, не волновались? Да, конечно, волновался. В таких мероприятиях впервые участвуем, конечно. Какие страны принимают участие? Кто с вами соревновался? Республика Узбекистан, Республика Армения, Иран, Камбоджа, Конго, Лаос, также Российская Федерация. Приятно, что вы являетесь курсантом СВОКу Сухумского военного училища. То, что вы отлично стреляете из гранатомета, мы уже знаем. Нам интересно узнать, кто вас всему этому научил, кто ваш преподаватель? Я на 4-м курсе Сухумского высшего общевойскового командного училища, а также начальник училища Нинова Игорь. Я поступил туда по собственному желанию. Честно говоря, я не такой же опытный гранатометчик, но Всевышний помог. Какими видами оружия владеете, кроме как гранатометом? А также стреляем с автомата Калашникова, пистолета Макарова, пулемет, ну, со всех стрелковых оружий. Будут еще конкурсы? Нет, конкурсы у нас уже все закончились. Сегодня было у нас закрытие. Было красиво, организовано. Когда домой, в Абхазию? Думаю, в числах 7-8 будем в Абхазии. Спасибо вам за такую победу. Абхазия гордится вами. Ждем вас дома. До свидания. Спасибо вам тоже. Тело российского спелеолога Павла Демидова, который погиб в пещере на Арбаике, достали из-под завала. Однако извлечь из пещеры его пока не удалось. Сейчас спасатели приступили ко второму этапу операции. Подробности в репортаже пресс-службы МЧС. Российские спелеологи и спасатели МЧС Абхазии приступили ко второму этапу операции по извлечению из пещеры тела погибшего Павла Демидова. Напомним, что Павел Демидов был членом команды Перова Спелео. Вместе со своим коллегой Андреем Шумейко он спустился в одну из пещер горного массива Арбаика, части Гагрского хребта Западного Кавказа. На глубине 305 метров в пещере произошел обвал. Шумейко удалось выбраться, а Демидов остался под завалом камней. Павлу Демидову было 49 лет. В прошлом году мы здесь нашли абсолютно новую пещеру и прошли ее до глубины 200 метров. По своему высоко расположенному входу она очень перспективна в плане углубления и продолжения. И имеет все шансы стать одной из глубочайших пещер Абхазии, а может быть даже и мира. В этом году мы приехали, чтобы продолжить эти исследования. Небольшая команда была, всего 4 человека.
но это было вполне достаточно, чтобы мы углубили ее более чем на 100 метров. Пещера продолжается, имеет реальное продолжение. И все это очень нас радовало, все у нас получалось хорошо. Но в предпоследний день экспедиции один из наших товарищей при первом прохождении на дне пещеры был придавлен камнем, большим камнем, погиб сразу. И мы с таким маленьким составом, как нас было 3 человека, не могли его даже вытащить оттуда. Трагедия произошла 23 августа. В течение 2 дней российские спелеоспасатели совместно с сотрудниками МЧС Абхазии приступили к крупномасштабной спасательной операции. Спасательные работы ведутся под личным контролем главы МЧС Республики Льва Квициния. В рамках первого этапа в субботу 29 августа тело российского спелеолога достали из-под завала. На данный момент спелеологи продолжают расчищать проходы в пещере. Опасные участки разбираются и расширяются, чтобы смогли пройти носилки с телом. Одновременно работает несколько групп. Одна в пещере, другая на поверхности, у входа в пещеру, где был особо опасный завал камней. Все работы ведутся вручную с использованием спецоборудования. Практически ежедневно на вертолете МЧС Республики производится доставка питьевой воды и провизии для участников спасательных работ. Завершить спасработы планируется в течение нескольких дней. Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают проводить круглосуточные рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение порядка и безопасности. Смотрите репортаж пресс-службы МВД. Обеспечение порядка и безопасности, профилактика правонарушений – одна из основных задач деятельности милиции. В результате проведения рейдовых мероприятий сотрудниками подразделений госавтоинспекции и милиции общественной безопасности за текущую неделю выявлено 1030 фактов нарушений в области дорожного движения и 41 административное правонарушение, из которых оштрафованы 55 водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения. 6 лиц привлечены к административной ответственности в виде содержания под стражей и штрафом в нарушении статьи 45 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия. С детальной информацией об административных правонарушениях и оперативной сводкой криминального блока можно ознакомиться на официальном сайте Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган представила коллективу РУП «Абхазская железная дорога» нового руководителя Арсоа Читанава, сообщает пресс-служба Министерства экономики. Кристина Озган отметила, что решение о назначении нового руководителя было непростым и попросила коллектив поддержать его. Она добавила, что на данном этапе принято решение о назначении первым заместителем Алхаса Вартагава. 1 сентября в условиях коронавируса в Министерстве просвещения обсудили готовность школ к новому учебному году. Он, как и положено, начнется 1 сентября, но с некоторыми ограничениями и рекомендациями врачей. Слово нашим коллегам из пресс-службы Министерства здравоохранения. Занятия в школах Абхазии начнутся 1 сентября. Для школьников и преподавателей обязательным станет ношение масок. Всем будут измерять температуру. Особое внимание министр здравоохранения обратил на контроль за самочувствием учащихся школ и педагогов. Завтра 1 сентября, дети идут в школу. И вот насколько учреждения образования готовы к приему детей с точки зрения выполнения норм, санитарных норм и правил в связи с пандемией COVID-19. Хотелось бы также обсудить вопрос, все-таки об этом надо нам чаще говорить, в случае повышения температуры, какая маршрутизация и самих пациентов, и куда люди должны обращаться, особенно когда это касается детей. С тем, чтобы не было вот таких моментов, когда, там, скажем, иногда звонят на 03, либо на горячую линию, и не всегда граждане могут дозвониться, и не всегда получить достаточно необходимую информацию. Такие моменты, они существуют, ну, по разным причинам, конечно, по объективным каким-то и субъективным причинам, но они есть. Поэтому на этом тоже надо сделать акцент. И, соответственно, есть необходимость проведения
дезобработок территорий, помещений, если они проводились ранее или когда будут проводиться и так далее. То есть вот такого плана информацию хотелось бы с вами обсудить. Все рекомендации по поводу организации образовательного процесса санитарно-эпидемиологическая служба республики уже направляла в Министерство просвещения. Новшеством учебного года станут сокращенные уроки и увеличенные перемены. Наши предписания рассматривались и, естественно, четко определялись их первостепенное обязательное исполнение. Если будут исполнены все те требования, которые были озвучены в этом предписании, то заболеваемость будет очень низкая. Мы рекомендовали сделать в младших классах, то есть это 1-4 класс, уроки всего 30 минут. Если вдруг в класс попал ребенок, носитель коронавирусной инфекции, чтобы вирусная нагрузка на класс была очень минимальной. Включили большее количество перемены, то есть время перемены до 10-15 минут. За этот период, естественно, нужно будет проводить в классе проветривание и минимальную влажную уборку самих парт в классе. Это поручено педагогам этих младших классов. Естественно, мы рекомендовали еще в каждом классе установить ультрафиолетовый облучатель, рециркулятор, который работает в присутствии детей, чтобы точно так же минимизировать вирусную нагрузку, если в классе появился какой-то вирусоноситель. По мнению эпидемиологов, необходимо уменьшить количество детей в младших классах до 24 человек, в старших до 30. Эта мера, по их мнению, позволит уменьшить всевозможные риски. Но при этом медики понимают, что соблюсти эту рекомендацию учебным заведениям республики будет крайне сложно. Наши предписания рассматривались и, естественно, четко определялись их первостепенное обязательное исполнение. Если будут исполнены все те требования, которые были озвучены в этом предписании, то заболеваемость будет очень низкая. Основное в этих рекомендациях – это фильтр на входе в школьное учреждение, где должна измеряться температура, где должен осматриваться ребенок, опрашиваться, должны обрабатываться его ручки. Для того, чтобы ребенок попал в класс и были соблюдены все профилактические меры. Естественно, мы написали рекомендации в том, что все школьные туалетные комнаты перед пищеблоком должны быть организованы санитарные уголки, где должно быть жидкое мыло для обработки рук ребенка, где должны быть дезинфицирующие средства. Точно так же это должно делаться постоянно. Также мы рекомендовали, влажные уборки проводить двухкратно и на переменах, естественно, делать в рекреациях, то есть в коридорах школ. Почему мы открываем и считаем, что открытие учебного процесса в школьно-дошкольных учреждениях не является какой-то вот такой страшной злободневной карантинной мерой, потому что, как таковые, дети по коронавирусной инфекции не являются основной группой риска. Поэтому учебные процессы начнутся в срок и по всем школам республики. Естественно, при выявлении каких-то больных из педагогического коллектива санитарной службы будут отрабатываться все очаги. Мы будем выходить, делать забор, отправлять на карантин всех контактных, проводить все мероприятия. Что касается там дезинфекции в этих помещениях, то можно провести их там собственными силами, можно будет обратиться в санитарную службу города, республики. Мы выделим какие-то дезсредства, и техническим персоналом будут проведены обработки в этих помещениях, классных комнатах. Завтра, 1 сентября, торжественные линейки пройдут только для первоклашек и учащихся 11 классов. Также будет ограниченное количество гостей этих праздничных мероприятий. Что касается
того, что у нас были заболевшие педагоги летом в нескольких школах, их контакты отработаны. Лица, которые контактировали с педагогами, они находятся на самоизоляции, и в положенные сроки будут взят материал для исследования, то есть необследованные контактные педагоги к работе допущены не будут. В дальнейшем рекомендовано, опять-таки, всем школам не допускать на работу никого без измерения температуры тела. То есть, если у педагога температура тела повышена, он на работу не выходит до того момента, пока мы не выясним причину данного повышения температуры. Если температура повышается у ребеночка, значит, родители должны связаться с поликлиническим участковым педиатром. Если температура тела повышается значительно, 38 и выше, рекомендуется вызвать скорую помощь, звонок на 03. В любом случае, каждый случай будет разбираться медиками. Если будет необходимость, будет проведено исследование на коронавирусную инфекцию путем выезда мобильной бригады на дом. Медики рекомендуют максимально минимизировать пересечение школьников старших и младших классов. Это, по их мнению, будет возможно сделать в школах с несколькими входами и выходами. Главная рекомендация врачей не изменилась. В случае проявления симптомов простуды или повышения температуры у учеников родителям необходимо связаться с участковым педиатром или вызвать скорую помощь. Вопрос готовности школ столицы к приему учащихся в сложившейся ситуации был обсужден и на совещании главы администрации города Сухум Беслана Эшба с начальником управления образования Астандай Таркил и главным санитарным врачом Сухума Аллой Беляевой. Подробности в следующем репортаже. Мэр столицы интересовался вопросами обеспеченности столичных школ всем необходимым, особенно дезинфицирующими средствами. Говорили о готовности преподавательского состава. Хотел бы от вас услышать готовность наших школ к началу учебного периода. Значит, это касается обеспечения, значит, всем необходимым. И, разумеется, здесь вопрос еще и дезинфекции в самих школах. О готовности преподавательского состава, значит, о готовности всех остальных, которые задействованы будут в проведении генеральной уборки периодически в школах. О готовности скажите, пожалуйста, как обстоят дела. Как отметила начальник управления образования администрации города Сухум Астандай Таркил, в связи с подготовкой к началу учебного года педагогический состав столичных школ вышел на работу с 20 августа. В этом году 808 учащихся пойдут в первые классы сухумских школ. По нормам, значит, были разделены классы, по возможности распределены. Пришли молодые педагоги, которые сегодня уже приступили к работе. Что касается организации школ, то практически все школы сегодня готовы к началу учебного года, за исключением средней школы номер 6, в связи с тем, что коллектив на карантине, и 7 сентября они выходят на работу, а все остальные школы на 1 сентября готовятся к началу учебного года. Год не похож на все остальные. В связи со сложившейся ситуацией в стране в этом учебном году введено гибкое расписание по учебной нагрузке. Крупные школы будут начинать свой учебный день с 8:30. Многие школы переходят на 2 смены. Классы ограничены до 24 человек. Уроки сократились на 10 минут. Учебный, значит, час будет это 35 минут для старшего звена, для первых классов 30 минут. Что касается перемен, то они увеличились на 5 минут, то есть получается перемена 10 минут, большая перемена 20 минут. То есть за это время нужно провести влажную уборку, обработку поверхности и так далее. Для того, чтобы проветрить классы, мы должны освободить классы, чтобы детки отдохнули за 10 минут, успели мы провести влажную уборку и вернуться к уроку. В старших классах мы прикрепили, то есть каждый класс уже будет не кабинетная система, а каждый класс будет, каждому классу прикреплен свой класс. Это, то есть, чтобы дети не двигались по коридору с одного класса в другой класс. Мэр интересовался, будет ли после завершения учебного дня проводиться полная дезинфекция. Начальник управления образования проинформировала, что генеральная влажная уборка будет проводиться после уроков на каждом этаже, по коридорам и классам. Имеется и нехватка техперсонала. Беслан Эшба отметил, что со стороны администрации будет оказана полная поддержка и сбоя поставки дезинфицирующих средств не будет.
Я думаю, сбоя у нас в этом плане не будет. Вот. И надо дальше будет смотреть уже в режиме реального времени, какой идет расход дезинфицирующих средств, чтобы дальше мы могли правильно это дело планировать. Речь шла и о директорах и педагогах школ, которые переболели COVID-19. По словам главного санитарного врача столицы Аллы Беляевой, приступить к работе смогут после 2 отрицательных ПЦР-ответов, так как людям пожилого возраста потребуется еще 2 недели на реабилитацию дома. По всем обращениям и контактам ведется полный контроль. Ведется контроль в случае выявления, что заболевший человек является педагогом. Тут же мы будем связываться со Асланой Зауровной, определять контакты, чтобы максимально быстро отсечь эти контакты от контактов с детьми. Обязательно не допускаем к работе людей с повышенной температурой тела, независимо от того, от чего она поднялась, по какой причине. После того, как разберемся, тогда уже решается вопрос о допуске. Бесланешпа отметил, что на преподавательский состав ложится большая ответственность. Он просил оперативно сообщать обо всех изменениях, которые будут иметь место в процессе работы. Они отвечают и за себя, и за детей в данном случае. Да? Поэтому незамедлительно сообщать, еще раз провести беседы со всеми руководителями или те, кто сейчас замещать будет их, чтобы моментально сообщали уже вам, вы дальше, нашей санэпидемстанции. Реакция должна быть очень быстрая и незамедлительная на эти вещи, чтобы мы могли, если даже где-то что-то начинается, сразу пресекать на корню, чтобы дальше не получить развитие. Вот. Ну и в остальном, маловано, те предписания, которые есть, и наши возможности, которые сегодня есть в школах, их обеспечить всем необходимым для того, чтобы как по мере возможности обезопасить развитие коронавирусной инфекции, они, на ваш взгляд, они сегодня выполнены. Они достаточны. Но и дальше надо смотреть, мониторить, и где-то надо, если усиливаться, будем усиливать. Мы, в принципе, готовы к открытию учебного года и будем внимательно отслеживать ситуацию, чтобы она у нас не ухудшилась. Спасибо вам. Илана Какаля, Давид Авицба, специально для Абхазского телевидения. Более 20 тысяч учебников, изданных по заказу Министерства просвещения и языковой политики Абхазии, распределены по районам и городам республики. В преддверии 1 сентября, согласно ранее поданным заявкам, учебники были розданы представителям районных и городских отделов образования. По словам руководителя пресс-службы Минпросвещения Аслана Кутели, количество розданных учебников удовлетворяет потребности среднеобразовательных учреждений страны на 90%. Министерство просвещения и языковой политики, как и ежегодно, и в этом году раздает районным управлениям образования книги бесплатно, которые выпущены в Абхазии, абхазскими издательствами, абхазскими авторами. Сегодня, в этот начальный учебный год, будет роздано около 20 тысяч книг по разным предметам. Это и история Абхазии, и абхазская литература разных классов, как и языка. То есть мы на сегодняшний день можем сказать, что на 90% все районы и все школы обеспечим учебными пособиями и учебниками. А оставшиеся 10% тоже, то есть в ближайшее время у нас в типографиях лежат книги, которые должны будут приехать и также будут розданы. В преддверии начала учебного года благотворительная общественная организация «Киарас» при поддержке мобильного оператора «Аквафон» провела акцию «Счастливое 1 сентября». Данная акция проводится 6-й год подряд. В ее рамках оказывается помощь малоимущим семьям канцелярскими принадлежностями. На этот раз представители «Киараза» и «Аквафона» побывали в Гудаутском районе, в селах Дурипш и Лохна. Сегодня проходит акция, которая называется «Счастливое 1 сентября». Акция организована благотворительной организацией «Киарас», и компания «Аквафон» решила принять в ней участие. И компания «Аквафон» купила определенную часть канцелярских товаров для детишек. И вот мы с удовольствием принимаем участие в этой акции. И мы считаем, что эта акция очень важна, и она позволит нашим детишкам пойти в школу с полными портфелями и также будет способствовать минимизации, так скажем, пропуска, да, будет способствовать снизить пропуск детей в школах. В
2 сентября в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоится выставка фотографий, посвященная 30-летию Приднестровской Молдавской Республики. Презентация начнется в 12 часов. 29 августа на набережной Диаскуров прошел международный турнир по боксу памяти мастера спорта Абхазии Айнара Квициня. В соревнованиях приняли участие спортсмены как из Абхазии, так и России. Организовали соревнования друзья Айнара Квициня, спортсмены, воспитанники школы бокса. Им оказала поддержку Республиканская детско-юношеская спортивная школа бокса, борьбы и тяжелой атлетики Абхазии. Мы, друзья и тренера, приняли такое решение проводить ежегодный международный турнир в памяти о Айнаре. Мы согласовали этот турнир с Федерацией бокса Абхазии, с Госкомитетом. Мы пригласили на турнир боксеров с разных клубов России, и не только России. Но в связи с вирусом многие команды не смогли приехать. Приехали только те, которые находятся совсем рядом, Сочи, Краснодарский край. Ребята приехали поддержать. Также на турнире выступают все самые лучшие боксеры Абхазии. Все участники турнира будут награждаться памятными призами. На памятных призах будет указано то, что этот турнир проводится именно в памяти мастера спорта Республики Абхазия Айнара Квициня. В Сухуме завершился 9-й международный турнир по баскетболу среди мужских команд, посвященный памяти первого президента Федерации баскетбола Абхазии, второго президента республики Сергея Багапш. Репортаж Аслана Джопуа. В турнире принимали участие 7 команд из Абхазии, России и ДНР. Это Эльбрус, Славяне, Патриот, Локомотив, сборная команда ДНР, молодежная команда Абхазии Сухум и сборная команда Абхазии. В день закрытия турнира в матче за 3-е место славяне со счетом 77-72 победили команду Сухум. А за 1-е место боролись сборная Абхазии и Локомотив из города Кулькевич Краснодарского края. В упорной борьбе с разницей всего лишь в 3 очка победили гости турнира. Финал мы сегодня играли с хорошей командой, с Гулькевичи. Это команда, которая играет в чемпионате Краснодарского края, то есть такая подготовленная, действующая команда. Поэтому наша команда тоже, в принципе, хороший состав мы собрали на сегодня, но чуть-чуть не хватило в концовке, что и счет показал, всего лишь 3 очка уступили. Но ничего, я думаю, в следующий год подготовимся получше и соберем более сильную команду сборную. Своими впечатлениями об игре и организации соревнований поделились и гости турнира. На турнире в Абхазии имени вашего второго президента Сергея Багапша я выступаю 1-й раз. Знаю, что турнир уже 8-й или 9-й по счету. Очень, так сказать, знаменитый, популярный. И очень наша команда, я как капитан, очень обрадовался, когда нас пригласили. Уровень очень серьезный. Сами видите, какие игры, какой счет. Ближе к профессиональному. Я остался под хорошими впечатлениями, конкуренция сильная. Посмотреть турнир на Кубок памяти Сергея Васильевича Багапши и познакомиться с абхазским баскетболом приехали и известные баскетбольные комментаторы канала Матч ТВ. Мы приехали знакомиться с абхазским баскетболом прежде всего, изучать его историю, чтобы рассказать о ней и попытаться, может быть, за счет этого небольшого фильма чем-то подстегнуть местные и власти, и спортивные, и государственные, для того, чтобы помочь больше нашему любимому виду спорта. Поэтому это был такой пробный шар, можно сказать. Таким образом, 1-е место и Кубок памяти Сергея Багапш получила команда «Локомотив». Кроме того, мэр Сухума Беслан Эшба вручил победителям памятные серебряные монеты «Аква». Лучшим игроком турнира был признан Михаил Сало, также из команды «Локомотив». Турнир был организован Государственным комитетом по делам молодежи и спорту при поддержке компании «Амобайл». Аслан Джопуа, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 28-33. Температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.